Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе: что последует за отставкой главы службы национальной безопасности Украины? Михаил Ходорковский считает конфронтацию России и Запада искусственной. И Сталин, икона и мотоциклы. Ночные волки устраивают православный автопробег по Европе. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Верховная Рада проголосовала за отставку главы службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. Еще в понедельник Петр Порошенко заявил, что собирается отправить в отставку главу СБУ. Это решение должны были принять депутаты Верховной Рады, включая фракцию «Удар» Виталия Кличко, членом которой является Валентин Наливайченко. По некоторым данным, вчера Петр Порошенко провел встречи с представителями фракции, на которых обсуждал отставку главы СБУ. Я хочу всіх заспокоїти. СБУ залишається поза політикою. Я хочу всех успокоить. СБУ остается вне политики. Это очень важный принцип для нас. Во-вторых, я могу еще раз подтвердить, что СБУ никто не остановит. Мы не боимся коррупционеров. С каким бы звериным оскалом они не угрожали нам. За последнее время Валентин Наливайченко сделал ряд громких заявлений. В частности, от работы были временно отстранены ряд силовых генералов, которые СБУ подозревает в коррупции в различных регионах Украины. Кроме того, в связи с недавним пожаром на киевской нефтебазе Наливайченко обвинил бывшего заместителя генерального прокурора в крышевании бизнеса и коррупции. Нельзя сказать, что Наливайченко не был лояльным президенту. Очевидно, все-таки были вопросы насчет его профессионализма в первую очередь. Вспомните прошлый год. Чуть ли не каждый день Наливайченко говорил, что вот мы задержали российских шпионов. Так а где они? Почему мы этого не видели? В результате возобновившихся в последний месяц боев на востоке Украины приморский поселок Широкино практически полностью разрушен. Сейчас украинские военные занимаются поиском и уничтожением неразорвавшихся снарядов. Вот поселок Широкин. Просто при ударе был замедлителем, и все. И он сработал. Теперь вывозим, уничтожим. Поселок Широкин расположен неподалеку от Мариуполя. До войны это был небольшой курорт на берегу Азовского моря. Сейчас это одна из самых горячих точек возобновившегося, несмотря на перемирие, вооруженного конфликта. Жителям, которые покинули Широкино во время активной фазы боевых действий, теперь некуда возвращаться. Напомним, что вооруженные столкновения на юго-востоке Украины возобновились в начале июня. Они дети войны. Несмотря на то, что у многих из них есть родители, их жизнь проходит вне дома. У воспитанников Харцизского детского приюта в Донецкой области непростые судьбы. Они смотрят на мир совсем по-взрослому. О том, как дети выживают в приюте, наш корреспондент в Донбассе Петр Шаламовский. В июле 2014 года всех воспитанников Харцизского детского приюта вывезли за пределы зоны конфликта на востоке Украины. Приют опустел, но сейчас, спустя год, здесь снова нет свободных мест. Понимаете, до войны могли как-то детей распределять куда-то, как это было уверенность в завтрашнем дне хотя бы. А сейчас уверенности нету. В этот и другие детские дома Донецкой области продолжают поступать дети. Это дети всех возрастов. Из трудных семей, дети-отказники, дети войны. Они рисуют танки и самолеты. Бегут к окнам, когда по дороге громыхают мимо колонны военной техники, и ждут, когда их придет проведать мама, папа или бабушка. Позвонили маме, а мама объяснила, что денежных средств у нее на проезд в город Макеевка нет, и поэтому пока она за ней приехать не может. Поэтому временно помещаем сюда в приют, чтобы девочка хотя бы пару дней пожила здесь. Работники приюта говорят, что в рационе детей не хватает овощей, фруктов, снабжение продуктами нерегулярное. В основном выживают за счет гуманитарной помощи. Крупы, да, есть, макаронные изделия есть, а вот именно овощей, молочное, рыбные консервы, мясного мы не... У нас нет тех продуктов, которые должны быть. Усыновление – единственный шанс для таких детей. С тех пор, как Донецкая область превратилась в зону конфликта, этот шанс практически равен нулю. Петр Шаламовский. Настоящее время. Недалеко от границы с Украиной Россия проводит военные учения. Несколько десятков российских штурмовиков, истребителей и вертолетов выполняли различные задания, от незаметной доставки военной техники до уклонения от систем противовоздушной обороны противника. Экипажи также отрабатывали аварийную посадку и скоординированные действия для отражения атак истребителей. Сломанные ребра и 1,5 месяца ареста. Такую плату за карикатуру на бывшего министра обороны непризнанной ДНР заплатил донецкий художник Сергей Захаров.
Выйдя на свободу, Захаров отправился с выставкой по всему миру. В Праге с художником встретились мои коллеги с «Радио Свобода». Донецкий художник Сергей Захаров делает последние приготовления к перформансу, в котором будут использоваться эти портреты. Выставка, рассказывающая о действиях сепаратистов по отношению к мирным жителям Донецка, будет показана в нескольких городах Европы и Америки. Как карикатура, может быть, она немножко и смешная, но дело в том, что здесь реакция не столько смех, сколько, наверное, страх, потому что они, хотя и изображены как карикатуры, но все равно они несут в себя какую-то опасность и страх. В прошлом году Захаров размещал подобные карикатуры на улицах по всему Донецку. Ему довольно долго удавалось скрываться от сепаратистских властей, но фотографии его наклеенных на фанеру рисунков попали в интернет. При помощи графики художник рассказывает о том, что произошло потом. Арест, месячное содержание в сыром подвале, избиение, инсценировка его казни. Тяжело рассказывать об этом и потом пребывать под состоянием, под этими эмоциями. И были какие-то вот такие посттравматический синдром, когда казалось, что там проезжающая, притормаживающая рядом машина приехала за тобой. После освобождения Захаров построил карточный домик. Карикатуры на лидеров сепаратистов превратились в колоду карт с президентом России Владимиром Путиным в качестве Джокера. Свой перформанс художник показал уже в нескольких городах мира. Этот был недавно показан в Праге. Вот эти вот искусственно созданные карточные домики ЛНР, ДНР и так далее. И я думаю, что вот этот перформанс, который происходит, то есть он рано или поздно он произойдет в нашей ситуации, в нашей реальности. Захаров считает, что без искусства жить невозможно. Он понимает, что не скоро сможет вернуться домой, но надеется, что однажды он и другие донецкие художники снова начнут творить в Донецке. О ситуации в самом Донецке наши американские коллеги. Наташа. Поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины заявляют, что сражаются за независимость от властей в Киеве, которые ориентируются на Европу и Запад. При этом подконтрольные им территории приобретают все большую зависимость от России. А жители Донецка просто устали от войны. Их уже интересует только то, когда закончится конфликт. Репортаж Данила Шерфа. Елена, хозяйка кафе в Донецке, говорит, что привыкла к тому, что в Украине они закупали несколько разных сортов кофе. Сейчас доступны только 2. На захваченной сепаратистами территории российские поставщики быстро прибирают к рукам продовольственные магазины. Автомобили с украинскими товарами простаивают на линии разграничения часов по 10. У нас это очень серьезно коснулось, потому что большинство продуктов отсутствует. Ассортимент товаров в супермаркетах становится все более скудным, а цены повысились. Елена выражает мнение многих местных жителей. Ей уже все равно, кто будет контролировать этот регион. Но мне, в принципе, особенной разницы нет никакой. Мне главное, чтобы не было войны, чтобы я могла спокойно работать, ходить по улицам, ничего не бояться, чтобы люди были целые, здоровые, чтобы не было крови. Несмотря на достигнутые в феврале договоренности о более широкой автономии, поддерживаемые Россией сепаратисты заявляют, что эти области не могут остаться в составе Украины, потому что пролито слишком много крови. Командир сепаратистов Александр Куренков. У меня сын погиб в этой войне. Вот. Рядовой пехотный Ваня под Еленовкой. И что, моя жена простит? У меня нет братьев на той стороне. Когда говорят, вот 2 братских народа. Да нет, извините, господа, у нас разные пути. Лидеры сепаратистов представляют только себя и Москву, говорит пресс-секретарь президента Украины Ростислав Павленко. Он добавляет, что Украина готова вести переговоры об автономии и восстановить финансовые связи, но только после того, как прекратятся боевые действия и будут проведены выборы в соответствии с украинским законодательством. Это позволит государству обеспечить выполнение этих социальных обязательств полностью и произвести выплаты людям, которые должны получить эти деньги, а не людям с оружием. Декан исторического факультета Донецкого университета Кирилл Черкашин говорит, что ему трудно представить, как можно опять стать частью Украины. Вот даже территории ЛНР, ДНР, если они не будут признаны мировым сообществом как независимые государства, все равно фактически они такими будут. Даже если они будут формально считаться в составе Украины.
Поскольку поддержка со стороны России очевидна и сепаратисты ждут руководящих указаний от Москвы, простые люди просто хотят мира, и им уже, судя по всему, все равно, каким будет их политическое будущее. Между тем, Украина вошла в число стран с самым высоким количеством беженцев. Агентство по делам беженцев ООН обнародовало новый доклад о беспрецедентном количестве насильственно перемещенных лиц в мире. По данным на конец 2014 года, свои дома были вынуждены покинуть 59,5 миллионов человек, более чем на 8 миллионов, чем годом ранее. Наибольшее число беженцев, помимо Украины, из Ирака и Сирии. И говоря об Ираке и Сирии, в среду в Комитете вооруженных сил Палаты представителей прошли слушания, посвященные борьбе с исламским государством в этих странах. Конгрессмен-демократ Адам Смит заявил, что даже если США увеличат контингент в Ираке до 200 тысяч человек, это не решит проблемы, если у Вашингтона не будет там надежного партнера. Судя по выступлению главы Пентагона Эштона Картера, сотрудничество с Багдадом пока оставляет желать лучшего. Реализация нашей помощи – это улица с двусторонним движением. Наши усилия по обучению иракских военнослужащих замедляются из-за отсутствия обучаемых. Мы попросту не получили достаточного количества рекрутов. К ближайшей осени мы планировали обучать на 4 базах 24 тысячи иракских военнослужащих, но в действительности мы получили всего около 7 тысяч, в дополнение к 2 тысячам специалистов по борьбе с терроризмом. Как я сказал иракским лидерам, США готовы увеличить помощь Ираку, но нам необходимо видеть более серьезную приверженность со стороны всей иракской администрации. В агентстве ООН по делам беженцев также крайне обеспокоены последствиями глобального потепления. Изменения климата усугубляют в том числе масштабы глобальных перемещений населения. Этот вопрос вызывает обеспокоенность и в Ватикане. Сегодня была официально опубликована очередная энциклика Папы Римского Франциска. Хотя обычно послания понтифика адресованы прежде всего приверженцам католической веры, на этот раз оно привлекло внимание самой широкой аудитории. Рассказывает Вадим Оленичев. Главу Римско-католической церкви еще в начале его служения прозвали революционером. Действительно, отказавшись от положенных ему роскошных апартаментов, Папа Франциск быстро завоевал всемирное уважение, активно реформируя католичество, общаясь с прокаженными и участвуя в мирном процессе. И вот теперь он увеличивает свой вклад в общее дело, начав борьбу с климатическими изменениями в мире. Естественно, понтифик не сам лично борется с этой проблемой, но к его голосу прислушиваются гораздо больше людей, чем 1 миллиард христиан-католиков по всему миру. Понтифик и раньше обращал внимание верующих на то, что пагубное изменение климата на планете – это результат человеческой деятельности. Однако впервые в новейшей истории послание Святого Престола полностью посвящено проблемам экологии. Наш общий дом, каковым является мир Божий, рушится на глазах. И это ухудшает жизнь для каждого из нас, но в первую очередь для бедных. Поэтому я, со своей стороны, призываю всех начать ответственно относиться к Божьему завету о том, чтобы человек возделывал и берег мир, который был для него сотворен. Я прошу каждого с открытым сердцем принять этот завет. О содержании готовящейся энциклики сообщили прессе непоименованные источники в Ватикане. По их информации, в послании упоминаются и другие экологические проблемы, такие как угрожающее загрязнение воды и воздуха. Если верить ученым, все эти факторы в совокупности становятся причиной все более частых и сильных лесных пожаров, засух, эрозий, ураганов и неурожая. И Ватикан сильно обеспокоен тем, что такие процессы приводят к дальнейшему снижению уровня жизни людей, их социальной деградации и имущественному расслоению. Конечно, остальное человечество вовсе не обязано принимать догматы католической церкви. Но рост числа антиглобалистов, экологов и прочих активистов зеленого движения в мире говорит о том, что и в наше время религиозные и общественные интересы вполне могут двигаться плечом к плечу в одном направлении. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Полиция штата Южная Каролина задержала мужчину, подозреваемого в том, что в среду вечером он застрелил 8 прихожан и настоятеля афроамериканской церкви в Чарльстоне. Подозреваемый Дилан Руф, 21 года, вошел в церковь и открыл огонь по людям в ходе молитвы. Начальник городской полиции сообщил, что, по мнению властей, преступление было совершено на почве расовой ненависти. Мэр Чарльстона назвал произошедшее душераздирающей трагедией, которая не поддается описанию. 2 месяца назад в Чарльстоне белый полицейский застрелил безоружного афроамериканца Уолтера Скотта, что вызвало массовые протесты и волнения в городе. Отметим, что убитый настоятель церкви Клемента Пинкни был также членом Сената Южной Каролины и одним из спонсоров законопроекта, обязывающего полицейских носить нательные камеры. В Европе готовы арестовать российское имущество в счет выплат по проигранному России делу ЮКОСа.
В среду власти Бельгии уведомили 47 зарегистрированных в брюссельском районе предприятий и организаций о том, что в течение 15 дней они должны предоставить перечень имущества и средств, которые являются государственной собственностью России. Сумма долга составляет более 1,5 миллиарда евро. Официальный представитель компании ЮКОС Клэр Дэвидсон дала комментарий нашему корреспонденту Даниле Кальперовичу. Старания бывшего менеджмента и акционеров ЮКОСа на протяжении последних 11 с лишним лет были велики, и они будут использовать каждую возможность в течение сколь угодно долгого времени, чтобы получить этот долг. Это была самая крупная экспроприация в мире, что было подтверждено Международным арбитражным судом. Действия Российской Федерации нарушали ее собственное законодательство и международное законодательство в области прав человека, обязательное как для физических, так и для юридических лиц. И на этом мы, от имени акционеров ЮКОСа, будем настаивать всегда. Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия будет оспаривать решение суда по иску от ЮКОСа. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне с программой из 8 пунктов, что может и должен сделать Запад для интеграции России в мировое сообщество и как в будущем должны строиться отношения России и США. Александр Панов продолжит тему. Как отмечают вашингтонские эксперты, для Ходорковского возвращение из тюрьмы оказалось путешествием назад в будущее. За 9 лет Россия стала другой. Гражданское общество и демократические институты попали под мощный пресс государственной бюрократической машины. Учредитель фонда «Открытая Россия», занимающегося помощью гражданскому обществу и демократическим институтам, верит в неизбежный коллапс нынешнего режима. Нынешнее противостояние с Западом абсолютно искусственное. Им остро необходим образ врага, который бы отвлек внимание населения от неэффективности и коррупции во власти. Разжигание внешней и внутренней конфронтации – единственный механизм, надо признать, эффективный механизм выживания нынешнего режима. Чтобы сохранить власть, они провоцируют изоляцию страны и загоняют Россию в Средневековье. Михаил Ходорковский предупреждает Запад: к возможной смене режима в России надо быть готовым заранее и не повторить ошибку 90-х годов. То, что тогда демократическая Россия не оказалась полностью интегрирована в западные структуры, сыграла сегодня свою огромную негативную роль. Россияне не верят в слово «демократия». У демократов и тех, кто желает их победы на Западе, будет не более 2-3 лет, чтобы доказать преимущество интеграции в трансатлантические институты, считает Ходорковский. У России и США есть объективные противоречия, но хорошая новость в том, что стратегические интересы совпадают, будь то борьба с терроризмом и исламизмом или вызов нового Китая. Бывший олигарх видит будущее России в членстве в НАТО и Европейском Союзе. А сейчас, отметил он, мы вербально дошли до порога глобальной войны. Как вы можете читать, видеть, наблюдать, нынешний режим готов играть в эту игру. Но не надо думать об этих людях лишнего. Жить они все-таки хотят. Но они могут заиграться. Администрация Обамы должна определиться, готова ли она к активному участию в украинском конфликте и к победе, отметил Ходорковский. Сегодня в век информационной прозрачности неподкрепленными угрозами никого не напугаешь. Наши планы разместить тяжелые вооружения в балтийских странах станут хорошей новостью, если только будут реализованы. Мы должны увеличить наше военное присутствие там, чтобы дать сигнал Путину. Никакой агрессии, никаких зеленых человечков в странах-членах НАТО. Разговоры о 40 новых межконтинентальных баллистических ракетах могут быть связаны с нашими планами в Восточной Европе. Однако и без этого сказано и сделано многое. Западу демонстрируют мускулы, чтобы не вмешивался в российскую агрессию в Украине. Отвечая на вопрос о коррупции в России, Ходорковский назвал режим Кадырова наиболее выпуклым примером вырождения режима в криминальное общество. В выборах в России оппозиции надо участвовать, несмотря на то, что сроки и правила диктуют сверху. Российская проевропейски настроенная часть общества должна сотрудничать внутри себя вне зависимости от наличия тех или иных
личностных проблем или конфликтов. И Григорий Явленский, и Михаил Касьянов, и Алексей Навальный, и Алексей Кудрин, и все другие люди, которые считают нынешний курс неправильным, курс на изоляцию, должны работать вместе. Ходорковский представил очень яркую картину, и, я надеюсь, жизнеспособную альтернативную программу для России. Американцам важно узнать его мнение, но еще важнее, чтобы его услышали россияне, чтобы они, наконец, поняли, что между нашими странами может быть вполне органичный союз. Он просто обязан быть. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Михаил Ходорковский считает курс, ведущий к изоляции России, неправильным, но в самой России превалируют другие настроения. Подробности у коллег в Праге. Спасибо, Наташа. Калининградские байкеры совершили крестный ход на мотоциклах. Таким образом, ночные волки надеются устрашить Запад. Правда, калининградские либералы уже назвали акцию «Цирком на колесах» и не увидели в ней здравого смысла. Корреспондент «Настоящего времени» Юлия Парамонова наблюдала за происходящим. Православный мотопробег в регионе, со всех сторон окруженным странами Евросоюза, явление само по себе необычное. Немецкий турист, фотографирующийся рядом с храмом Христа Спасителя в центре Калининграда, с недоумением взирает на сбор байкеров с хоругвями. Засвидетельствовать странную картину собрались и многочисленные журналисты. Это крайне важно. Особенно сейчас, когда политическая обстановка очень непростая. Когда вот это воронье из-за границы пытаются очернить нашу страну, какие-то санкции, ну, в общем, всякий бред. Калининградские либералы идею пробега встретили со скепсисом. Это напоминает тот балаган, в который уже не первый год погружена Россия, когда ура-патриотический угар ввиду наших выдающихся геополитических подвигов начинает застить глаза людям, некогда исповедующим здравый смысл. Отсутствие здравого смысла и веры. Примерно так характеризует подобные акции калининградский оппозиционер. А мысль о том, что байкеры могут кого-то напугать, вызывает у него только смех. Я думаю, что страны НАТО, увидев этот грозный эскорт, в ужасе сразу же начали осуществлять демилитаризацию. Несмотря на всю абсурдность акции, подобный пробег с иконами может стать традиционным. Это ж не новая идея, когда по границе какой-то области, субъекта там России проводят икону. И вот говорят, вот зачем. На самом деле Иосиф Виссарионович Сталин даже в свое время в Сталинграде прибегнул к такому ходу. Видите, победили в Сталинграде. Упоминание о Сталине и о войне выглядит в мирное время довольно странно. Изначально епархия заявляла мотопробег как акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня. Однако байкеры, кажется, намерены сегодня устрашать Запад. Ведь не случайно молебны пройдут именно в приграничных храмах. Юлия Парамонова, «Настоящее время», Калининград. Имя Сталина вспоминали в эти дни не только в связи с мотопробегом ночных волков. Российский писатель Александр Проханов привез изображение генералиссимуса в иконной традиции на военный аэродром Саратовской области, где православный священник провел молебен. Местная метрополия назвала акцию провокацией, а действия священника некомпетентными. Невероятно, но факт. В Красноярске горожане вышли на митинг в поддержку чиновника. Бывшего вице-мэра признали виновным в обрушении подпорной стены, гибели 2 человек и приговорили к 5,5 годам колонии поселения. Почему красноярцы не согласны с решением суда, в сюжете далее. Впервые в Красноярске простые горожане вышли на защиту чиновника. Трагедия произошла 2 года назад. На одном из самых оживленных проспектов Красноярска в разгар рабочего дня рухнула подпорная стена. Под завалами оказался автомобиль. В нем 2 мужчин. Никто не выжил. 1,5 года следствия и вот приговор. Олегу Гончарову реальный срок. И еще одному фигуранту тоже 5 лет. Но в силу пенсионного возраста и плохого состояния здоровья амнистия. Вот этот митинг, он вообще-то по просьбам потерпевшей стороны. Матери погибших пацанов потребовали от городской, от краевой власти, чтобы дали место для проведения митинга. Дело в том, что они настолько недовольны результатом суда. Собрались с плакатами, нарисованными от руки, без всякой дополнительной рекламы. Буквально через несколько дней после того, как бывшему руководителю департамента городского хозяйства Олегу Гончарову вынесли приговор. Но родственники погибших, да и большинство горожан уверены, отбывать срок отправится совсем не тот, кто действительно должен.
Я не занимаю сейчас ничью сторону, но судя с первых дней, то, что он говорил, когда он заседание, да, проводил, как бы, все это же записано, он действовал вроде как по инструкции, и его это действительно очень беспокоит, и он волновался. А почему вы подписали решение, датированное 23 июля, 29-го, но при этом дату этого решения не исправили на фактическую? То есть подписали, получается, документ задним числом или сфальсифицировали его? Почему нельзя было дату исправить на 29-е? Да, меня следовал помощник сюда, я на них внимания не обращал, но по факту мне рассказали, что все работы выборные и угроза устранена, поэтому мне не вызывало никаких сомнений. Контроль осуществлял технадзор. И технадзор, определив, что не до конца выполнили работу, он должен был просто перекрыть эту дорогу. Гончарова просто подставили. Это мое личное мнение. Просто нашли козла отпущения, так что, конечно. И вот этого человека, вот, то есть, как бы, судили, все. А остальные успели убежать, там, все смылись и ни за что, как бы, не отвечают. Приговор Олег Гончаров намерен обжаловать в вышестоящих судах. Горожане готовы и дальше митинговать. Юлия Лебедева, «Настоящее время», Красноярск. 2 комнаты, 40 квадратных метров, больше 1000 птиц. Житель небольшого сибирского городка Ноябрьска после выхода на пенсию организовал квартирный бизнес. Перепелов он разводит прямо у себя дома. Живет на доходы от продажи мяса и яиц. В гости к квартирному фермеру отправилась наш корреспондент Екатерина Пономарева. Если не знать предыстории, кажется, что это перепелиная ферма где-нибудь за городом, в небольшом частном подворье. Но Валерий Петрович птицы разводит прямо в городской квартире. В своей двушке на окраине Ноябрьска. На 40 квадратах больше 1000 перепелок. Себе мужчина оставил маленький угол для сна и кухню. Потесниться его заставила необходимость как-то себя обеспечивать. Выход искал. Работать мне сейчас нельзя. Позвоночник у меня сломан, как бы я уже говорил об этом. И тяжело поднимать. А выживать как-то надо в этом мире. Валерий Дегтев долгое время работал на газовых разработках на севере. Из-за травмы уволился и досрочно вышел на пенсию. С такими, как он, руководство не церемонится. На его место очередь из молодых и здоровых. Вот и решил Валерий Петрович разводить птиц в квартире. Денег на участок нет. Он закупил только первые 1000 яиц. Оборудование для квартирной фермы мастерил сам. Поилки, клетки, даже инкубатор. Под него Валерий Петрович адаптировал старый холодильник. И работает такой самодельный агрегат лучше, чем заводской. Яйца и мясо продает. Дешевле, чем в магазине, почти вдвое. Десяток дает примерно за $1. Соседям продукцию квартирной фермы он продает еще вдвое дешевле и без того низкой цены. Компенсирует шум и запах от птиц. С утра он что-то там дробит, мелет, видимо, готовит корм для них. И вот эта пыль, она выходит через щели, через двери. Поэтому на перепелиных дел мастера Валерия Петровича они пожаловались в полицию, в администрацию города. Требуют, чтобы мужчина прекратил свой квартирный бизнес. В конце концов, говорят, он зарабатывает и на их терпении. Так что мужчине предстоит бороться теперь не только за клиентов, но и за место для своих кормилец. Чиновники и полиция грозятся его выселить вместе с перепелиным бизнесом. Екатерина Пономарева, «До настоящего времени». Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Шахида и Куб. Всего доброго. До свидания.